Сябры, вітаю вас, гэта «Е прамова». Мы говорим сегодня про то, якой будзе Беларусь завтра. И мы працягваем наш цикл перадвыбарных дыскусій з кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых саветаў 2018 году. Сегодня у нас у студии прадстаўнікі з Гомеля, кандыдаты. Это Юлия Ганісеўская, «Говори правду», и Максим Филиппович, блогер, зорка Ютуба. Максим, меня, до речі, здзівіла, что нават перадвыбарная камісія ў гэтай табліцы, ў гэтай улётцы так и написала, что вы блогер. С якой поры у нас просто блогер официальная посада стала? Ну, потому что, наверное, я налоги плачу, я так подозреваю. Но, тем не менее, я же все-таки этим занимаюсь. Если бы это была домохозяйка, наверное, тоже бы написали домохозяйка, хоть это там не какая-то официальная профессия. Ну, вот пишут, звичайно, беспрацоўны, так? Да. Про меня так и написали. Хоть я домохозяйка, есть в Минске, между прочим, одну кандидатку зарегистрировали, указали, что она домохозяйка, так. А наша гомельская комиссия указала, что я безработная. Не, у вас написано как раз на сайте «Не працуе хатняя господыня». Хатняя господыня, а в официальных листовках, что вот бросают почтовые ящики, безработная. Может, вы решили не принижать, что хатняя господыня – это ж так само не профессия, так? Ну, это в нашей стране. Не профессия, мать 4 детей, это безработная, только в нашей стране считается. Юлия, у вас, направду, 4 детей? Да, 4 детей. Просто невероятно. Откуда вам еще будет час на депутатство, маючи 4 детей? Я успеваю все делать, потому что, во-первых, муж мне не хочет, чтобы я работала за $100 в нашей стране. Он разрешает заниматься волонтерской деятельностью. Я в ПСО «Симуран» состою в нашем поисково-спасательном отряде. То есть я умудряюсь заниматься и домом, и семьей, и детьми, и бегать по лесам, по болотам, искать пропавших людей. Калі б вы недзе ў Швеции сказали фразу «муж не хоча, каб я працавала», категорически то яго б ужо просто як того хлопчыка ў Крыме распялі бы за гэта. А як же право на жаночую самореализацию? Муж не хочет, чтобы я працавала. Вы? Я самореализовываю себя в семье, в детях. Мне вот мое хобби, поиск людей, мне моральное удовлетворение приносит. И, в принципе, мне этого достаточно. Сколько вашим детям? Двойняшкам 7 лет, дочке 4 года и старшему сыну 12. Я так разумею, что один з пунктаў асноўных вашай праграмы это якраз цікавыя зручныя дзіцячыя пляцоўкі. Это в первую очередь. Зрабіць. Слухайте, ну Гомель это другі пасля Менска горад по колькасці насельніцтва, вялікі горад. Да. И неужо так все дрэнна ў Гомелі з дзіцячымі пляцоўкамі, что это просто основный у вас пункт? Это очень плохо на самом деле. Это действительно, это главная проблема. Нашему району 7 лет, и когда вот его застраивали, поставили вот эти вот убогие детские горки металлические, когда ребенок в жару едет, по ней попкой жарко, то есть больно, печет. И я помню этот баламут на районе, когда у нас вынуждали, кто-то добровольно скидывался деньгами, чтобы более-менее поставить пластмассовые горки нормальные. Но дело в том, что вот эти детские горки, детские площадки, они не предназначены для детей старшего возраста, школьного. То есть мамочки с детьми выгоняют детей 7-8 лет, а мы идите побегайте в другом месте, и дети вынуждены находить себе занятия где-нибудь на стройках, мяч на пустыре погонять, извините за выражение, среди собачьих какашек. То есть даже элементарно на таком районе, большом, как мой район, где больше 3000 детей, детям старшего школьного возраста элементарно негде провести свой досуг. И местные власти почему-то этого не замечают. Почему-то не хотят изыскивать деньги в бюджете, почему-то мы должны сами это все решать. Апроч гэтых пытанняў з дзіцячымі пляцоўкамі, якія яшчэ праблемы менавіта вашай акругі вы будете уздымаць? Ой, вопросов очень много, и надо все решать поэтапно, постепенно, потому что все сразу в кучу не озвучишь. Элементарно, вот сейчас я собираю подписи под коллективным обращением, потому что по-другому нас не услышат, нас не узнают. Подписи уже, в принципе, собраны, коллективное обращение составлено жителей нашего района. Дело в том, что наши дети ходят в школу, это бывшая школа-интернат. Она еще построена, черт знает когда, при царе Горохе. И у нас в аварийнейшем состоянии стадион школьный. То есть дети, во-первых, идут по лесу, по большой грязи, они приходят оттуда грязные. Во-вторых, на этом стадионе он зарос травой. Дорожки беговые разбиты, корнями деревьев поросли. Через баскетбольную площадку, которая якобы должна быть, проходит колея от дороги. То есть элементарно мы хотим обратить внимание властей, когда они принимают школу, каждый год. Естественно, есть приемка садов школ, как они вообще принимают эту школу. То есть, по большому счету, есть паспорт этого стадиона, должна есть паспортизация, они должны приходить и смотреть, можно ли детям заниматься здесь физкультурой. Это опасно, это очень опасно, элементарно сдавать бег по этому стадиону, обступиться об корень и упасть. Юлия, вы сказали, что вы собираете подписы за это. Уже собрала. Ну, як ви думаєте, ввогуле ось у нашей ситуации это збирання подписів, оно может дать некий вынік?
Только собирание подписей, только коллективное обращение сможет дать результат, потому что коллективное обращение, если мы соберем хотя бы больше 30 подписей, это обязательно будет выезд комиссии и разбирательство на месте. То есть я хочу лично присутствовать, когда комиссия придет и посмотрит, что элементарно наши дети не могут сдать нормативы по челночному бегу, по прыжкам в длину. Дадуть отписку, что отповедая нормам, нема грошей, лепш зрабіць. У нас они не смогут дать никакой отписки в этом плане, потому что у нас есть нормативы, как должны быть стадионы выглядеть, что должно на них присутствовать, на что можно закрыть глаза. Я нашла законодательные нормативы, нашла законодательные акты. То есть это не просто подпись там «Плач Ярославны, пожалуйста, сделайте нам стадион, нам не нравится, что наши дети бегут по некрасивым дорожкам». А там все ссылается на нормативные акты и на все, что нам положено. Там есть еще такие активные батьки, как вы, те просто ховаются, боятся подписываться? Вы знаете, когда я начала баллотироваться в депутаты, начала поднимать эти актуальные вопросы, это вот предвыборная программа, моя агитация, я нашла очень много, между прочим, соратников, но у нас, к сожалению, люди очень разрознены, они так разбиты обособленно, и когда они поняли, что есть такая Ганисевская Юлия, которая эти вопросы не стесняется поднимать, они начали звонить мне, писать в личные сообщения. То есть, в принципе, мы сейчас можем организовать какой-то комитет общественного контроля над нашим районом, и уже этим гвалтом сможем чего-то добиваться. Юлия, ну коли вы не атрымаете мандат, не станете депутаткой, вы же протягнете этим заниматься? Я все равно останусь народный депутат. Я в первую очередь народный депутат. Просто если бы я имела официальный статус депутата, мне было бы проще донести до наших властей, обратить внимание их, до горсовета нашего, что внимание, ребята, есть 104 микрорайон Южный, там живут люди, там много людей живет, у нас столько проблем накопилось, а вы на это все закрываете глаза и не хотите ничего здесь делать. Ну, вот только за этого. Максим, вы же не в этом районе живете? Далеко от Юлии? Далеко, совсем другой конец города. Но у вас проблемы подобные, ці нешта іншае? Проблемы у нас везде одинаковые, я думаю. Я маю на увазі менавіта мясцовыя праблемы, ваши округи якія? Не важно, в моей, не в моей, они у нас везде абсолютно одинаковые, эти проблемы. Якія? Все, что называла Юля, и еще намного больше, в том числе и со школами, и с дворовой территорией, с освещением, с подъездами, с дорожками, с вывозом мусора. Можно вот просто загибать, не хватит ни моих, ни Юлиных рук. Там проблем очень много. Но я в первую очередь, я вам так скажу, я пошел туда пробовать, так скажем, подавать документы. Я по сбору подписей, я собирал подписи. Ну, в принципе, не для того, чтобы сделать там дорожку или что-то, я и так этим занимался. Я делал инициативу, собирал подписи. Кстати, правильно было сказано, к сожалению, не в обиду нашему народу, но очень вяло. Очень вяло. Я обошел огромное количество квартир, и люди как-то относятся... Я им говорю, что я не собираю деньги у вас. Просто нужны подписи. Может, боятся, что подпишутся, а им за это нечто будет после, Есть и такой вариант, да. Но дело в том, что я ходил по квартирам, которые сдавали деньги. То есть другие люди собирали деньги на детскую площадку, и деньги они сдали. Но просто поставить подпись они почему-то не хотят. Что кроется в этом страхе именно за подпись, я не знаю. Хотя за деньги они тоже расписывались. Сколько вы собрали передвыборных подписей за себя? Как положено, значит, в городской совет 75, у нас с запасом около десятка, около 85, в областной 150 нужно, тоже с запасом около 10, 160. Як вы думаете, чому вас зарегістравалі, пропустили? Бо многіх зарэзалі менавіта на гэтым этапе. Я не думаю, што ў іх былі так ужо несапраўдныя подпісы, но на гэтым этапе вельмі лёгка зарэзаць. Сказаць, тут у вас накосячили и все. Ну, давайте я немножко окончу тему. Почему? Я, опять же говорю, я не из-за дорожек, не из-за этих проблем. Я в первую очередь хотел показать людям, как это происходит. Показать людям, что такое дурыборы, простите, выборы. Показать людям воочию, что это и как это происходит. Что для этого нужно. Потому что... А то люди не ведают. Нет, не ведают. Верите? Не ведают. Ну мы же не первый год живем в этой ситуации. Не знают. Большинство не знает абсолютно, что такое местные советы, что такое эти выборы. Поэтому я хотел вывернуть это все на язык, так как все-таки у меня аудитория не маленькая, 27 тысяч человек, из которых около 20 тысяч белорусов. То есть это серьезная аудитория на самом деле. И так как я веду прямые эфиры, я общаюсь с людьми очень часто, я общаюсь с людьми в том числе и на улицах, и в организациях, и люди от меня, и то есть я уже понимаю, что есть толк от этой деятельности, что я пошел, ковырнул, так сказать, эту систему и показал. Люди не знали, что, оказывается, депутаты местных советов не получают зарплат. Да. Люди не знали, что это всего лишь общественная деятельность. Да. Люди не знали, что это то, чем я занимаюсь. Думали, что одразу Мерседес дают. Да, думают, что кресло, сигару голландскую, кабинет, да,
да, большая зарплата, $1000, Даже вплоть до все того красиво. было, что вот идите лучше к станку, стойте от звонка до звонка, работайте, а не лезьте в депутаты. Ну, бо тоді повстає резонне питання. У нас люди привикли, що до цього повинні вигаданіки бути. Повстає Да. питання, чого ти лізеш, що ти депутати, коли тебе за це нічого не буде? Если рассматривать, можно рассматривать с двух вариантов. Опять же, вариант как простите, выборы, если рассматривать, то я, опять же говорю, я туда пытаюсь, это подавал документы для того, чтобы показать, как это происходит, для того, чтобы показать, какие нужно документы сдавать, для того, чтобы объяснить людям, что это не зарплата, общественная деятельность, для того, чтобы, если действительно у меня будет, так как я все-таки буду участвовать и в наблюдении, я имею право, как кандидат в депутаты, участвовать даже на своем участке, на подсчете Ви йдете бюллетеней. і у облсовет, і у горсовет. Так, Да, одночасово да. по різних округах. А закон, так. опять же, позволяет, я имел право и в городской, и областной подавать, и в городской, и областной я прошел кандидата и туда, и туда. Мало того, закон позволяет, к примеру, вы выиграли выборы и там, и вы будете депутатом и в областном, и в городском. Это позволяет наши законы. Значит, если рассматривать в другом варианте, к примеру, что я мифически стал депутатом, то тут все объяснимо. Многие тоже спрашивают, а чего, а зачем? Ну, я говорю, ребята, достаточно открыть мой канал в Ютубе, посмотреть. То, чем я занимаюсь, это и есть деятельность депутата местных советов. Это и есть общественная деятельность. На канале около 1500 видео. Чем я занимался, тем я и буду заниматься. Но это, опять же, мифически, если, к примеру, там, я стал депутатом местных советов. Ну, до речі, Максим, у вас, сапраўды, ваш блог «Гарантий нема», який називається вельмі популярний, а ось цих 27 тисяч, яких ви назвали, 20 тисяч беларусаў, это большасць гамельчукоў? Які адсотак людей можна неяк прасачыць, менавіта з Гомеля вас глядзяць? По функциям Ютуба именно посмотреть области, районы нет, такой возможности нет. Вас познают Просто на что улице? Беларусь. А если сказать, да, вот в продолжение, так как я езжу по разным городам очень часто, то я понимаю, что эта аудитория абсолютно со всей Беларуси. Не Гомель конкретно, не Минск, там, Ну, а со ось ви всей калі Беларуси. хадзілі, збіралі зараз перадвыбарныя подпісы, вас часто пазнаюць? Да. Ну, вы адчуваеце, што сапраўды у вас ёсць такая народная ўлада нейкая ў руках, што няма мандата, но вы і так ужо вось для народа такі адстоювальнік інтарэсаў. Я не то, что даже это осознаю, я это знаю точно и ясно. Не зря меня не пытались, а судили за YouTube. Не зря меня за решетку кидали на месяц. Я отбыл 23 суток одним разом, дали мне неделю погулять, опять на 7 суток закрыли меня. Это же все делается, это страх. Они понимают, что какой-то Филиппович из Гомеля может переплюнуть БТ. Ну, до речі, Максим, ведаеце, вас заўсёды пазіцыянуюць, прадстаўляюць як блогера. А кім вы раней працавалі, хто вы па адукацыі? Я по образованию, у меня высшее юридическое образование, я бакалавр степень имею. По кем я работал, это такая обширная тема, я много кем работал. И водителем работал, и специалистом по снабжению работал, и у меня был свой бизнес, ИП было чуть меньше 5 лет. То есть, все было в этой жизни. Я никогда не чурался работы, мне где платили. Последний раз, опять же, остался без работы, и зашел сосед ко мне. Сосед по площадке на одном этаже. Говорит, освободилось место на автомобиль, пойдешь? Я, да не вопрос. Хоть на автомобиль, хоть на трактор, хоть лишь бы денежка была, не сидеть без работы. Пошел и как-то втянулся 3 года. Вот последний раз на сейсмотехнике в Гомеле 3 года отработал. Слухайте, Но предприятие... вы калі пачыналі весці свой блог, ён увогуле тычыўся дастаўкі тавараў з Китая, Да. правда? Да. І потым вы сталі дармаедам, ну і в прынцыпе шырокую вядомасць вы ўжо атрымалі як чалавек, які падымае тэму дармаедства. Вам таксама прыходзілі гэтыя пісулькі, што заплаці падатак. Да. Вы, дарэчы, не заплацілі ж падатак за дармаедства? Нет, и не собирался. Так, бачите, все для вас у выніку добра скончылася. Вот цікава, дарэчы, раз у вас написано блогер, и вы кажете, что вы платите податки, это вам с Ютуба некие гроши поступают? Конечно, так? да. Так вы уже не дармаедак отрымліваецца, так? Ну, я никогда дармоедом и не был. И никогда себя не считал и считать не буду. Да, я почетный тунеядец Беларуси, внегласно. Меня называют часто так. Но, тем не менее, я считаю, это мое конституционное право. Работаю я, либо не работаю. Это первое. Во-вторых, я все равно, еще раз говорю, ни мы, ни я, и ни большинство, ни 90%, поверьте, 99% людей без работы, они хотят и готовы работать. Им негде работать.
500 000, грубо говоря, белорусов не просто так решили в один момент, а давайте мы не пойдем на работу. Работы нет. Даже сейсмотехнику я потерял работу не просто так. Потому что, когда я на ней работал, там работало около 630 человек, а потом впоследствии, я не знаю, там сколько сейчас, 200-300 осталось. Ну вот вы официально с 15-го года беспрацоўны, так? Да. А апошняе ваше месца працы якое, вы кажете? Сейсмотехника. Что это такое, кем вы там были? Водителем. Ага, Вот кіроўцам то, что я былі. рассказывал, сосед пришел, Это про это предложил. предприятие, Да, так? да. А ваша жонка с 16-го года беспрацоўная? Да. Так а як ваша сям'я выжывае, калі вы абодва беспрацоўныя? Ну, во-первых, опять же, с Ютуба денежки приходят. Об этом я уже говорил. Во-вторых, у нас обширная сеть родственников по всей планете. Это я вам серьезно говорю. И у нас в Израиле много родственников. У нас в Германии родственники. У нас мои родители живут в частном доме. У них свое хозяйство, у них кролики, куры. То есть, поверьте, у нас в этом плане проблем у нас Картоха, нет. мясо есть. Картоха, мясо есть. За квартиру чем заплатить есть. Поэтому... Слушайте, ну а вы, ну, калі не секрет, то вот такая ваша популярность на Ютубе, она, ну, нормально гроши приносит? За прошлый год с Ютуба пришло около 900 американских долларов. Ну вы же не можете с семьей год за $900 жить. Нет, год, конечно, жить. Хотя мы можем здесь поспорить. Я вам могу привести пример. Картоха, мясо есть, остальное на коммуналку. Подождите, да, это первое. А второе, ко мне приходил, когда я делал инициативу по пешеходным дорожкам, чтобы разделить их на велосипедную, чтобы понизить бордюры на пешеходных переходах. Была инициатива, собрал подписи, ко мне под подъезд, ко мне домой, ну, мы встретились под подъездом, приходил дворник. У него зарплата 190 с чем-то рублей. А теперь возьмите мои 900, отмените месяц отпуска и разделите, да, на 11. И посмотрите, сколько человек получает. Поэтому тут, вы знаете, спорно. А если мы возьмем сельскую местность, в которой зарплаты и люди получают и по 130, и по 140, и по 150, и по 170 рублей, ну, извините, это вообще... А бывает и поменьше, на самом деле. Слушайте, Максим, ну вот это питание я вам уже задавал, мы его не пропустили. Як ви думаєте, чому вас зареєстрували? Ну ви так шумите, ви так этой владе перешкоджаете, ну и этой стримы ведете, вас уже и на сутки сажали. И взяли и зарегистрировали кандидатом. Мне кажется, из любопытства зарегистрировали, чтобы Нет, дальше. тут не любопытство, тут обдуманный абсолютно ход. Я сейчас расскажу о нем. Как я считаю, это лично мое мнение. Поскольку сами же сказали, личность известная. Резонанс большой, даже когда вот меня посадили на сутки, когда я должен был выходить, к сожалению, меня так и не отпустили в тот вечер. Дали мне еще сверху, там, или 5, или 7 суток, так и оставили меня в ИВС. Приехало огромное количество людей под ИВС. Огромное количество людей, огромное количество автомобилей со всей Беларуси было. Там был, ну, это был, как вы понимаете, стихийный митинг, можно даже сказать, невероятный. Там люди на гитарах играли, песни пели, там шум стоял такой. Поэтому они понимают, что... Опять же, это мое мнение. Они понимают, что даже если... У меня было нарушение. Я в документах сделал одну ошибку. Это было. Но, тем не менее, даже при том, что я сделал ошибку, меня все равно пропустили. Они имеют право. Это не критическая там какая-то ошибка. Я считаю, что если бы меня не пропустили, взяли, к примеру, в учет эту ошибку и не пропустили, то это был бы все-таки резонанс. И людей бы уже не интересовало. Допустил там Филиппович ошибку в документах, не допустил. Ну, не Люди бы зарегистрировали говорили... шмат так само вядомых людей, якія про это писали, что вот их там из-за неких формальных дочепок не зарегистрировали. Да. Но я все-таки считаю, что Юлия, як ви думаєте, боялись чому Максима резонанса. зарегистрировали, Боялись коли он ось резонанса. такі ось неспокійні для Я влади уверена, громадяни? что они его пропустили, именно пропустили, потому что боялись, что поднимется общественный резонанс, люди начнут задавать вопросы. И что что? как. И что было? Если у него ошибка была незначительная, понимаете, вот я вам объясню. Меня, например, пропустили, не посчитали, во мне никакой угрозы не увидели. То есть, ну, пускай пролезет для видимости, для массовки. А там посмотрим, что будет дальше. В принципе, кто она такая, она обычный повар. У нас был пример, когда 30 декабря я помогала собирать подписи своему коллеге, товарищу из «Говорю правду». Он в Гомеле баллотировался 30 декабря. Я, он и еще одна женщина. Мы ходили, собирали подписи в Волотове. То есть мы заходим втроем на лестничную клетку. Она в одну квартиру, она во вторую, я в третью. Подписи собирать я умела, потому что свои уже до этого сдала. Лена тоже свои сдала. И вот ему собираем. Мы люди опытные, знаем, как собирать подписи. Подписи собраны, там буквально за 3 часа собрали 75 подписей. В итоге, когда было слушание в горсовете заседание, кто прошел, кто не прошел, называют его фамилию, не прошел по причине... проблемы с подписями. Он расстроился очень. Я говорю, так, давай, смогайся, иди на другой день и проверяй, что случилось. Потому что мы лично собирали и даем уголовное отсечение за каждую подпись.
Вот. Он пришел, во-первых, ему долго не хотели показывать решение комиссии, конкретно, что не так было. Он в итоге говорит, покажите, что было не так. Вот ему открывает список, вот такая-то, такая-то подпись оказалась недействительна. У парня очень хорошая зрительная память, потому что фотографировать не дали. Он запомнил адреса, там, в принципе, все в одном районе. Он пошел к этим людям. Он говорит, товарищи, говорит, а что вы и вправду сказали, что вы мне подпись не давали? Они говорят, нет, все как Никто раз не было пытал, наоборот. да? Нет, говорит, пришли к нам, говорит, две женщины с исполкома и говорят, вы давали подпись за такого-то? Да, давали. Распишитесь. Дают пустой бланк, и наши глупые люди ставят подпись. А потом сверху они уже рисуют, что хотят. Пример, вот у нас в Мозыре парень тоже баллотировался, он идет по Мозырю городу, но в бланке, в подписном листе в одном было указано, что не город Мозырь, а город Жлобин. Ну вот нечаянно написали, хотя в подписных листах под каждой фамилией город Мозырь, улица такая-то, такая-то. Это не нарушение, это как бы ни о чем. Все забраковали, вот целый подписной лист, ему не хватило общего количества подписей, он не прошел, понимаете? То есть тут какая-то игра, какая-то вот такая театр абсурда по большому счету. То есть его как публичную личность побоялись, что людям сейчас задать вопросы неинтересные, а меня зарегистрировали по большому счету. Ну, не посчитали угрозой. Ну и все-таки с Филипповичем, как говорится, в народе не прокатит такое. У Филипповича каждый листик сфотографирован, на компьютере сохранен. То же самое у меня, Всё и отсканировано сделано, было как то же положено. самое. Ну, я не думаю, что это какую-то бы роль сыграло. Фотографировано, не фотографировано. Тоже и сканировала свои подписи, тоже в «Говори правду» штаб отправляла, потому что на всякий случай. Но... Ну, роль Юлия, бы ну сыграла, потому что они знают, что я потом бы просто-напросто с камерой и с этими фотографиями отсканированными пошел бы к ним и снимал бы, и устроил бы разбирательство как положено. А по поводу подписей, у меня есть видео, опять же, на канале, женщину не пропустили, она говорит, мне забраковали подписи людей, говорит, вы не поверите, я сама была в шоке. Забраковали тех людей, и они как раз ошиблись, видимо, они выбрали тех, кто мои друзья, которых я больше 30 лет знаю, и мы с ними на кухне сидели, ставили подписи, их забраковали. Это, говорит, вообще, ну это... Причем я вообще чуть не считаю, это плакала. желательно отдельно какую-то статью выпустить. Формально могли дочепиться. Юлия, я хочу спытаться, Да. вот вы сказали, что вы так адчуваеце себе народным депутатам, і вы уже пералічылі, што вы рабілі, што вы там збіралі подпісы за эту пляцоўку. А што вам уже удалося зрабіць? Вот чым вы можете похвалиться, что вот уже вот некие поспехи у вас? Ну, вроде бы, как бы кажется, мелочь, но, с другой стороны, у нас был долгострой, очень долго лет на районе стоял, забили сваи, там мусор такой вот, как пустырь был. Должны были построить магазин. Начали строить и закончили, но почему мы за этот магазин смогались? У нас вроде бы уже есть магазин на районе, ездят делать покупки. Но, во-первых, это был пустырь, он был не огорожен, там была грязь. Во-вторых, в этом магазине у нас должна была быть почта. И мы звонили, мы добивали, чтобы наконец-то подняли этот магазин, наконец-то сделали, достроили, потому что нам необходима почта. Мы, ну, грубо говоря, насадили на исполком, пожалуйста, делайте. Во-вторых, мы сделали освещение к нашей школе, подход у нас, получается, к школе. Там одно время не было фонарей, и если по большому счету так разобраться, вот это мы как народные контролеры, то есть я, там еще один товарищ, народные контролеры, мы ходим, это освещение проверяем, где-то какой-то фонарь не горит. Это кто вас назначил народными Мы контролерами? сами себя назначаем. А у нас люди в большинстве своем, они аморфные, пассивные. Они будут сидеть на кухне, возмущаться, вот там так, но никто не возьмет элементарно на горячую линию, не позвонит, не скажет там-то, там-то. Вот был пример, мы организовали 2 года назад народ, чтобы убрали озеро на нашем районе. У нас лесничество пилило дрова, попадали в канавы в озеро, засорилось, озеро начало мельчать. А на этом озере живут утки, они зимуют, кстати, там круглый год. И это очень хорошее, излюбленное место для отдыха жителей нашего района. И вот сколько мы не звонили, не просили, чтобы нам его убрали, нам все время отвечали, денег нет, но вы там держитесь. Поэтому получилось так, что 6 женщин, там 5 детей и там пару мужчин. Мы по пояс в этой ледяной воде, это был май месяц сначала. Эти бревна вначале в канаве спаляли в озеро, потом это все выкатывали. Достали огромную горищу мусора. Люди как бы на районе, которые не знали, что это вот мы доставали, не ходили, откуда здесь мусор взялся, что за самосвал за грузовик выгрузил. Но сейчас, если мне удастся стать депутатом, я уже не буду звонить и просить почистите, пожалуйста. Я просто призову к ответу. Это лесничество, вплоть до того, что санстанции, зеленых экологов, Так всех и так же приведем. можно на их телеги писать. Нет, телеги пиши, не скажут, денег нету. А по большому счету это озеро считается запасным резервуаром для забора воды в случае лесных пожаров, потому что мой район окружен лесами, там многокилометровыми. Ну, А вот вы сказали так мимохоть, что вы так само, як волонтер у пошуковом отраде. Да. Удзельнічаеце. Колькі вы год уже гэтым займаетесь? Ой, все началось в сентябре месяце с поиска Максима Мархалюка, когда на волонтеров набирали спешно Белорусскую пущу. Там побыла 2 дня, я поняла, что я могу, я выносливая, и не успела приехать в Гомель. У нас буквально через пару дней пошли поиски за поисками, и вот за эти полгода я уже сбила со счета, сколько раз выезжали на поиски. И бабушек, и дедушек, и леших, и Вы особисто городские. кого-нибудь знайшли?
Да, даже в газетах писали, в Ельске там мужчина один убежал, он на болотах 2 месяца скрывался. Я была координатором, координировала, водила наш отряд. Были поиски у нас в Подольском, бабуля пропала, к сожалению, нашли уже. Поздно довольно-таки. То есть самое, что интересно, вроде бы маленькая, но мне удалось и милиционеру заставить меня слушать, выстроить в цепь, задать азимут и пойти. И даже удалось так вот люди в форме починить себе, не просто поняли, что я говорю, делаю по делу и пошли. То есть... Навошта вы долучиліся до «Говори правду»? Можно было бы просто сбором подписов Мне высовываться? близки их идеи, я разделяю их взгляды. Я за то, чтобы в Беларуси были перемены, но только мирным путем. Я против того, чтобы люди выходили на площадь, потому что, по большому счету, это штрафы, это сутки, а толку никакого. То есть народ страдает. Максим, толку ніякого? Толк очень большой. Ну, толк большой, небольшой, но при всем при том люди скидываются деньгами, чтобы таких вот, как Максим, вытащить, штрафы помочь оплатить. Хотя можно сделать совсем другим путем. Попробовать в горсоветы для начала посадить других людей. То есть разбавить этот клуб директоров альтернативными кандидатами, чтобы они выходцы с народа, им проще какие-то мысли донести народные, а там уже до парламента все Ну, остальное. як ви думаєте, вас ці Філіповича пропустять у горсовет? Там, Я бы добавил все-таки и в том числе. Вот правильно и туда надо, и то делать, и то делать. Мы имеем Начать конституционное надо право на проблемы мирное решать собрание. постепенно, поэтапно, то есть по мере их поступления. Начнем с горсоветов. Если конкретно меня либо Филипповича пропустят, не пропустят, я не скажу, но я думаю, что кого-нибудь для видимости, для массовки, для отчета, для галочки, кого-нибудь пропустят. Но, скорее всего, не в горсовет, а в облсовет, там где-нибудь в деревеньке будет сидеть, там народный депутат, и там перед Ермошной читается, ну вот мы же пропустили альтернативных, точнее, грех выбрали. Ну, вас пропустят чи ні? Меня пропустят, знаете как? Я верю, что придут за меня голосовать мои избиратели, там явка пускай будет не такая, как бы хотелось, потому что люди, по большому счету, в эти выборы не верят, но те, кто придут, будут голосовать за меня. А вы верите Верю. в выборы? Я в выборы верю только в том случае, если будут наблюдатели. Не, На в сенсі, каждом... ні, ну назиральники завсюди є. Ну ви ж ведаєте, що їх там близько не пускають, спинами поворачиваются. Без назиральников як ви думаєте, я выборы голоси не будуть верю. лічити вогулі на цих виборах? Без назиральников выборов не будет. Должны быть как минимум 2 наблюдателя, которые должны І там тоді сидеть. все буде огонь. Тогда можно будет посчитать. Наблюдатели были и до этого все. Вбросы в эти ящики, конечно, досрочное голосование, хотя люди уже наши наконец-то поумнели, они понимают, что такое досрочное голосование, что это не айс, что это не нужно такое делать, что лучше уже проще проигнорить. И, кстати, когда я собирала подписи, я своим избирателям потенциальным говорила, если даже я не нравится моя кандидатура, не нравится кандидатура там, моего оппонента, не игнорируйте выборы. Просто придите, поставьте против всех, чтобы ваш бюллетень не пропал в холостую, а в любом случае в нем будет что-то указано. Юлія, я хотів спитатися, які у вас вогулі політичні погляди. Я коли глядів ваші профілі у соціальних сетках, у вас з георгіївською стужкою фотографії Да, є. да. Ви виходите в групу «Антимайдан Беларусь». Да. Вот, як ви можете це все прокоментувати? Ну, я вам еще раз объясняю. Я за то, чтобы был мир во всем мире. Что я категорически того, что было на Украине, вот этот Майдан, он привел к тому, что на Донбассе начались эти кровавые все действия, что одни встали за оружие, якобы защищать свою территорию, другие защищают, чтобы на Украине... Что значит якобы? Понимаете, их называют партизаны, их называют сепаратисты, но с другой стороны люди взялись за оружие, пошел такой откол Донбасса от Украины после этих вот событий в Одессе. У меня был день рождения 2 мая, когда я прихожу домой вечером, зашла в социальные сети, я не могла сдержать эмоции. У меня просто были слезы, не могла поверить, что граждане одной страны сотворили вот этот ужас, беспредел. То есть, по-вашему, это сотворили граждане одной страны? Одной страны, да. Пускай они там молодые, там мы позиционируем, мы бандеровцы. Стойте, и а мы Крым они сами у себя забрали, эти якобы? Крым, то, что откололся, мы не будем сейчас спорить про Крым. Это такая политика глубокая, у каждого свое мнение. Крым не просто так уплыл, по большому Не, счету, меня к Украине. ваша думка, ваша конкретная думка меня цікавить. Моя мысль, что Крым не просто так уплыл к Украине, к России, потому что Украина настрадалась. И что вот Крыму появилась такая возможность к России уплыть, он этой возможностью воспользовался. Ну, по-вашему, чий Крым? Я считаю, что Крым наш. Ну, давайте потлумачим, это важно. Крым жителей именно самого Крыма. Если они захотели присоединиться к России, изначально вообще, если так разобраться, то Екатерина... То есть они захотели долучиться Изначально, до если России? изучать историю, глубоко копать, то Крым изначально принадлежал России. Это уже там Хрущев подарил его Украине и такое прочее. То есть, по большому счету, хотя если взять, можно нашу тоже Беларусь разорвать на куски, это принадлежало княжеству Литовскому, или так Польша когда-то принадлежала. Ну не, но зараз вам скажу, что Гомель належал русским Румянцевым, Паскевичем, отдавайте России. Ну. Кто скажет и кто пойдет? Если будет общее... А в Крыме кто сказал, кто Если, пришел? понимаете, здесь зависит не от одного человека. Если жители так решат,
в обществе своем, в большинстве своем, если они подпишут какие-то документы, если они выйдут, проголосуют за этот референдум, проведут, значит, так и есть, это воля народа. Вы ведаеце, што па канстытуцыі непадзельнасць краіны это адзін з асноўных пастулатаў. Якая воля народа? Ну, Конституцию можно трактовать То есть зараз, по-разному. калі у жыхароў Гомеля правядуць рэферэндум под Подождите, автоматами, вы это- пойдете в Россию? Почему под автоматами? Так, почекайте. У нас разговор Максим, не вы шел можете про долучаться автоматы. до этой гутарки, у нас вельми У цікавая нас гутарка. про автоматы разговор не шел. Начнем с того, что... Не-не-не, стойте, я хочу, Юлия, разобраться. Вы Да, просто давайте. идете в депутаты, я хочу разобраться, что у вас в голове и что у вас у души отбывается. Значит, только что я з вашей думки, поправьте, коли я не зразумел. То есть, коли жыхары Гомеля захочет долучиться до России, и, ну, все нормально, да? Слово «автоматы» вы не вставляете. Нет, ну в Крыме референдум проходит под автоматами. Это признала сусветная супольность, про то, что это был референдум под приглядом зеленых человечков. Послушайте, Вы признаете выники этого послушайте, референдума? Я не во-первых, признаю зеленых никакого референдума, по личному мнению, не было. Даже если брать, как это делается законно, должна вся Украина была голосовать, а не только крымчане. Начнем с того. Это незаконно. То, что у нас одни гомельчане проголосуют, к примеру говорю, то, что они проголосуют, это Будет то же ничего самое, значит что не на будет. Донбассе. Ничего А на этого Донбассе не украинцы будет. сами с собой воюют зараз, по-вашему? Ну, они против раскола, чтобы был Донбасс не откалывался, как ни крути. Это сейчас Украину можно на куски разбить. Крым отплыл, Донбасс отчепился. Там еще захотят Львов оцепить поляки и такое прочее. То есть получится полная каша. Но я против того, чтобы это все решалось оружием. Это должно как-то Ну, решаться. Юлія, глядите, просто ваша фотография с георгиевской стужкой, она меня так трошку зачепила, потому что эта стужка – это символ уворвання в Украину чужого войска, это символ аннексии Крыма, это символ войны на Донбассе, так? И вы вывешиваете эту фотографию. Ну вот я просто хотел запытаться, это выпадково так атрымалася, ці вы сапраўды падтрымліваеце расійскую агрессию в Украине? Я не хочу это называть агрессией. Я поддерживаю, если жители Донбасса воюют, если они воюют, Луганск воюет с украинской армией, значит, это не просто так. То есть я считаю, что вообще должно все решаться мирным путем, кроме оружия. Добре, Кроме я просто оружия. хотел высветлить вашу думку, я вас, край Боже, ни в чем переконывать не хочу. Максим, чей Крым? Официально он сейчас на бумажке, на российской бумажке, он российский, но для меня и для большинства стран, которые не признали его российским, он для меня как был украинский, так и будет украинский всегда. А могу я вас попросить прокомментовать то, что Юлия сказала? Ну здесь это да вы что, это больная тема. Вы Каждого можете свое просто мнение, все да, мы можем сказанное. об этом дискуссировать часами, у каждого имеет право на свое мнение, на свой взгляд. Подождите, вы Поэтому- можете просто, чтобы я, наверное, не углублялся, это все-таки тема не этой передачи. Все, что было сказано, абсолютно перевернуть вверх ногами, и это будет мое мнение. Максим, вы вельми жорстко выказывались супраць бойкоту выборов. Як вы думаете, ну и при этом вы... Подождите, дайте подчеркну. Да. Против бойкота выборов в местные советы. Вось гэтага менавіта. Да. Так. Ага. Потому что баллотируешься. Ну и при этом вы сами говорите, Нет. что там, як там у нас голосы лічаць, пропустить, не пропустить. Но Да. вы правда думаете, что трэба прымаць удзел у выборах, что это не дадаст им там легитимизации, калі незалежные кандидаты пойдут у депутаты? В местные советы депутатов, я уверен, это лично, опять же, мое мнение, в котором я уверен на 100%. Да, нельзя игнорировать однозначно, нельзя, как кричат, бойкотировать. Это не бойкот, извините меня, это называется игнор. Бойкот – это совсем другое. Чтобы состоялся бойкот выборов, нужны определенные условия. Нужна организованная оппозиция, дружная, так скажем. Нужен организованный народ. А пока у нас нет ни в оппозиции никакого единства, нигде бойкот невозможен. Это называется игнор. Посидели на кухне, попили ханки, Если люди и выборы будут прошли. бойкотировать выборы, ничего поводу- не изменится в стране, ничего. Подождите, по поводу А выборов. калі не будут бойкотовать, что изменится? Будут приходить на участки избирательные, будут голосовать. Да, будут наблюдатели. подождите. Все одно того главврача напишут. И что изменится? Ну, мы сделаем, что они напишут, хотя бы наблюдателей посадим. То есть мы Подождите. сделаем все, что в наших силах. Нет, давайте я окончу мысль. Выборы, Дурыборы. выборы, они в любом случае, они будут состоявшимися, потому что у нас огромное количество государственных работников, у нас огромное количество студентов, у нас огромное количество людей, У нас которые в отменили любом явку случае избирателей. они проголосуют. Бойкот выборы в местные советы невозможен в реалиях Республики Беларусь. Точка. Это я говорю именно о выборах в местные советы, только о них. Потому что явка избирателей еще определяю. отменена при всем при Явка, том. она в любом случае будет сделана. И то, что мы туда не пойдем, все, что мы сделаем, это то, что мы освободим дорогу, путь вот этим директорам.
и только директора там как были, так они и будут оставаться. Опять же, это мое мнение, я могу ошибаться, но за всю историю я не помню хоть раз, чтобы эти бойкоты, которые все кричат, там, виллы бойкоты, я ни разу не помню, чтобы бойкот сработал. Было такое в истории? Такой в истории не было. Никогда в жизни бойкот выборов не сорвал ни одни выборы, а тем более в местные советы. Я сейчас говорю о местных советах. Это в нереально. поддержку слова Максима, даже когда у меня проходил пикет, подходили ко мне люди с района, говорили: Юля, мы за тебя, но нам сказали голосовать за доктора. Я говорю: как понять, вам сказали? Ваше мнение, это должно быть ваше мнение. Если вам сказали голосовать за доктора, там какие-то медицинские работники и такое прочее, вы за нее проголосуете, ничего не изменится. То есть как все было, так и останется. То есть у нас голосование отбывается у кабинцы за ширмой. Фальсификация уже идет сейчас. Я вам серьезно говорю. Когда мне кто открывают... доведается, за кого они голосовали? Стоп, За доктора когда или за А вас? люди Не-не-не. верят в то, что мало ли подымут подписные листы и посмотрят, что По такое-то почерку, за по такого-то. почерку вызначат. Мало По ли... галочке. Да, по по галочке, галочке. по У нас галочке. люди в По этом плане галочке, какой там политически почерк? безграмотные, к сожалению. Смотрите, мне открывали люди. Почему я говорю, что по личному мнению фальсификация уже происходит? Потому что мне открывают люди и говорят: а мне на работе сказали, вот я поставил подпись за там Да, да, и начальника я с этим цеха, и мне сталкивалась. сказали больше ни за кого, Да, чтобы да, не да, ставил, да. чтобы больше ни за кого не ставил. Я с Я ему этим объясняю сталкивалась. правила. Вы понимаете, что вы вправе до этого еще ставить и за меня, и за Что вас, это и не за Петю, за голосование, это всех. просто Да. сбор А это подписей. потом Вы вы даете будете свое уже за согласие кого-то конкретно баллотироваться. ставить. Вы это знаете. Он, ну, мне же на работе сказали, я не могу. Да. Люди просто И людям элементарно это не знают. объясняешь, они все равно боятся. Цяпер будуць ведаць сябры. Гэта былі нашы кандыдаты з Гомеля, Юлія Ганісеўская, гавары праўду, і блогер Максим Філіповіч. Дзякуй. Спасибо.